Как сложилась так ситуация, что ты оказалась здесь в реабилитационном центре? А у тебя дома все хорошо? Мама, папа? Нет, да? Вика. Так она представилась старшему инспектору подразделения по делам несовершеннолетних. Рассказала о том, что отец с матерью в разводе, последняя проживает в Сунже. Сама вот уже 6-й год вместе со старшей сестрой находится в реабилитационном центре. На все расспросы Любавы Чугиной отвечает скованно, стесняется камеры. Узнав, что сюда направляются инспекторы для оказания им правовой помощи, дети заранее подготовили интересующие их вопросы. Так Диана Атмурзаева с аналогичной, как у предыдущей героини истории, спросила, как быть, если отец по ее совершеннолетию потребует выплачивать ему алименты. Как выяснилось, и такое бывает. И только суд определяет возможность тебя, уже будучи совершеннолетней, выплачивать денежные средства на содержание уже твоего взрослого отца. В принципе, чисто теоретически за ним такое право закреплено. Немощные старые родители вправе подать в суд в отношении своих уже совершеннолетних детей для того, чтобы взыскать с них денежные средства. Однако при решении этого вопроса суд в обязательном порядке будет учитывать тот факт, каким образом отец участвовал в твоем воспитании, выплачивал ли он вам какие-то денежные средства на ваше содержание. Поэтому я так думаю, что суд, даже в случае того, если ваш отец обратится в суд для взыскания с вас алиментов на свое содержание, суд обязательно учтет тот факт, что он никакого участия в вашем взрослении не принимал и материально ни тебя, ни твою младшую сестренку не поддерживал. Зачастую дети винят себя в разводе родителей. Поступи бы они так или по-другому, все было бы иначе. И они вместе с мамой и папой радовались бы каждому дню вместе. У всех содержащихся здесь детей абсолютно разные истории. Одних определили в реабилитационный центр из-за финансовых трудностей. Родители других оставили чадо, уезжая на иногороднее лечение. А некоторые подвергались психологическому и физическому насилию. Об этом узнали инспекторы ПДН и изъяли малышей. К слову, совсем недавно история с Айшей Ажиговой могла бы повториться уже в другой семье, если бы не среагировали вовремя, рассказала Любава Чугина. Инспекторам по делам несовершеннолетних позвонили из школы. Педагоги очень правильно поступили. Действительно, с профессиональной точки зрения своевременно нас уведомили. Прибывшие в школу инспектора по делам несовершеннолетних, естественно, тут же уведомили органы опеки и попечительства, уполномоченного по правам детей. Дети были в законном порядке изъяты, доставлены на медицинское освидетельствование. Понимая, что далее дети не могут быть переданы опекунам, которые на тот момент исполняли обязанности законных представителей, было принято решение о временном помещении данных деток в социально-реабилитационный центр. В интересах следствия имена потерпевших и участников уголовного дела не разглашаются. Но ясно другое. Это психологическая травма на всю жизнь. Сейчас детьми занимаются воспитатели и психологи реабилитационного центра. Процесс адаптации проходит очень хорошо. Дети очень хорошие сами по себе. Но с ними работал постоянно психолог. Мы оказывали всяческую помощь этим детям в любое время. Но, понимаете, ситуация в семье тоже неоднозначная. Конечно, им сегодня надо защитить своих родственников, мы все это понимаем, но факт избиения нами зафиксирован, это все есть в деле, а в дальнейшем работает следствие. По окончании следствия будем знать результаты и, думаю, виновные будут привлечены к соответствующей ответственности. Всего в реабилитационном центре содержится 52 несовершеннолетних. Учреждение принимает в своих стенах до 60 детей ежегодно. Ко Всемирному дню ребенка инспекторы ПДН доводят до детей информацию о том, что помимо прописанных в Конституции РФ, права ребенка перечисляются в Семейном кодексе. А это право жить и воспитываться в семье, общаться с родителями и другими родственниками, выражать свое мнение и защищать свои законные интересы. У каждого человека есть право на жизнь. У каждого ребенка есть право на достойное существование, на крепкое здоровье, на благополучную семью, на бесплатное образование. Когда вы растете, ты будешь расти высоко-высоко? Станешь каким высоким? Высоким-высоким будешь? Да. Когда тебе исполнится 14 лет, ты получишь очень важный для тебя документ, который как называется? Паспорт.
А когда тебе исполнится 18 лет, ты станешь полноценным гражданином нашей страны. Ты станешь дееспособным. Полицейские, как подобает гостям, пришли сегодня не с пустыми руками. Подарочные наборы дети расхватали сразу же. Помчались раскрывать. После, разговорившись, поделились с инспекторами ПДН своими планами на будущее. Одни мечтают стать дизайнерами, другие – полицейскими или врачами. Но главное, чего им так не хватает именно сейчас, так это полноценной семьи. И даже все рисунки в детской мастерской кричат об этом. Адам Мережков, Мухаммад Белакиев, Новости 24.